На канале Абхазского телевидения информационный выпуск «Камшик Шара». Главные события в материале наших корреспондентов. Я, ведущая Фатима Джопа, приветствуем вас. И сегодня в выпуске. Чтобы исключить вероятность подтопления сельхозугодий и домовладений, на реке Кодор ведутся специальные работы. В Сухуме прошла акция, приуроченная ко дню госавтоинспекции. Начала работу летняя школа педагогического мастерства. Поможем подопечному благотворительного фонда Ашана Дамею Кучубери. Президент Аслан Бжаня поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Поздравление отмечается, что праздник символизирует возрождение республики после Великой Отечественной войны. Абхазия и Беларусь, являясь частью одной страны, вместе противостояли единому врагу и вместе возрождали мирную жизнь. Эта историческая связь абхазского и белорусского народов является мощным фундаментом для развития двусторонних отношений сегодня, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня выразил уверенность, что данная положительная динамика в лучшем виде отражает стремление народов Абхазии и Белоруссии. На реке Кодор ведутся русловыпрямительные работы. Такое решение было принято на основании экологического заключения по согласованию с президентом Асланом Бжаня. Подробнее в следующем репортаже. Кодор – одна из самых быстрых и полноводных рек Абхазии. В период половодья река представляет немалую опасность для близлежащих территорий, выходя из берегов и подтапливая домовладения и участки. Она не раз наносила ущерб сельхозугодиям и имуществу жителей села Дзюбжа, Уарча, Катикыт. Поэтому на основании экологического заключения по согласованию с президентом Асланом Бжаня было принято решение провести работы по выпрямлению русла реки. Кодор очень серьезная река, и река наносила огромный, колоссальный ущерб местным жителям. А работы проводятся с той целью, чтобы предотвратить возможность выхода нанесения ущерба. В селе Катикыт на участке ЛЭП 220-110 работы ведутся на протяжении 1,5 месяцев. Здесь устраивается канал, длина которого составляет более 2000 метров, ширина 200 метров, средняя глубина канала 1,5 метра. В канал ляжет основное русло реки. Канал находится в центре поймы, то есть река будет отброшена от берега Гуларибского района в центр. В этот канал выбрасывается река, вот уже наверху перекрывается река и бросается в новый канал, который устроен сейчас. Директор подрядного предприятия «Нерудинвест» Бинур Квирая отмечает, что выпрямление русла – это острая необходимая мера. И если не заниматься рекой, она может затопить до 5000 хозяйств, включая аэропорт, подчеркнул Квирая. Объем выполненных работ на данном участке составил примерно 1 миллион кубов перемещенного грунта. А после создания береговой линии подрядчик будет каждый год помогать очищать Кодор. Эта территория данная, которую мы сейчас делаем, она даже не осмеченная. Но не сделав эту работу, мы не могли делать следующие работы, которые поверху лежат, потому что они были бессмысленные. И поэтому на слове нашего президента он сказал: делайте. И мы тут же приступили, получив предписание экологии, предписание УКСа, и мы начали выполнять эти работы. Такую работу на реке до сегодняшнего времени, да, покуда вот Аслан Георгиевич нам дал такую возможность, здесь не проводилось на протяжении 30 лет. Это точно. По словам Квирая, такие мероприятия, но в меньших масштабах, должны вестись круглый год, потому что река несет огромное количество инертного материала. В советское время, согласно архивным данным, на реке Кодор стояло около 100 единиц техники, которая работала круглый год, а из бюджета расходовалось до 4 миллионов советских рублей ежегодно. Эти работы должны быть круглогодичные. Здесь, на реке Кодор, всегда они были таковыми. Если кто-то вам скажет о том, что мы эти работы выполнили, они будут стоять вечно здесь, это нет. Так быть не может. Потому что нанос огромный, Кодор несет огромное количество инертного материала. Если мы вяжемся с какой-нибудь компанией зарубежной, которая будет у нас, в том числе российская, да, которая будет у нас забирать
большое количество инертного материала, мы, естественно, выбирая инертный материал, можем регулировать реку. И если не будет этого контракта, мы каждый год должны будем заходить и выполнять огромную работу. В общей сложности работы по выпрямлению русла реки ведутся около 3 месяцев. Сметная стоимость составляет более 60 миллионов рублей. Ирина Арш, Балаура Капш, Абхазское телевидение. Обороты национальной платежной системы за 6 месяцев текущего года составили почти 14 миллиардов рублей, что на 15% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом председатель Национального банка Беслан Барателя сообщил премьер-министру Александру Анква. Во встрече также участвовали вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Дылба. Объем безналичных операций через инфраструктуру национальной платежной системы вырос на 40%. Увеличился и объем операций по картам АПРА за пределами Абхазии, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 39%. Председатель Нацбанка также рассказал об итогах участия в Гонконгской международной нумизматической ярмарке. Беслан Барателя участвовал в деловой части программы, также в аукционной. Экспонируемыми продуктами Абхазии стали 2 банкноты и более 50 видов монет. Объем реализованных банкнот в рамках выставки составил порядка 2 миллионов рублей. Банкноты Абхазского банка приобрели нумизматы из более чем 30 стран мира. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства уроженца села Лыхны Гудаутского района Романа Джугеля, а также по факту незаконного ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия со стороны неустановленного следствием лица. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Автомобиль с телом Романа Джугеля был обнаружен в ночь на 3 июля в селе Абгархук на обочине проезжей части дороги. 23 пьяных водителя задержаны прошлые выходные. По приказу министра внутренних дел рейдовое профилактическое мероприятие прошло по всей республике. За его ходом наблюдали министр Роберт Киут и его заместитель Беслан Чкадуа. Подробности в материале пресс-службы МВД. По приказу министра Роберта Киут в выходные дни 1 и 2 июля по республике прошли рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих автомобильными средствами в нетрезвом состоянии и иных правонарушений. Для повышения качества работы сотрудниками в ходе рейда применена ротация кадров. Управлением Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия совместно с территориальными подразделениями органов внутренних дел проводятся профилактические мероприятия на всей территории Республики Абхазия с применением ротации. Мероприятия направлены на поддержание общественного порядка и безопасность дорожного движения. В ходе профилактического мероприятия выявляются водители, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения, и нарушители правил дорожного движения. Основной акцент сотрудники милиции делают на водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии. Несмотря на риск лишения водительского удостоверения и довольно высокий штраф, таковых продолжают выявлять правоохранители. Нетрезвый водитель на месте отстраняется от управления автомобильным средством ввиду повышенной социальной опасности, которую представляют для общества водители, употребившие алкогольные либо наркотические средства. За ходом рейдового мероприятия наблюдали лично министр внутренних дел Роберт Киут и курирующий данное направление его заместитель Беслан Чкадуа. Министр Киут осмотрел стационарные посты милиции по трассе и сделал ряд замечаний начальникам по поводу состояния пунктов, которые поручил устранить в кратчайшие сроки. В летний период количество транспортных средств на дорогах страны значительно возрастает ввиду прибытия туристов. В этой связи сотрудники призывают водителей к бдительности. Призываем граждан Республики Абхазия проявлять особую бдительность в связи с тем, что многократно возрос поток движения по республиканской трассе. Плотность движения является очень сильной, поэтому необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа акцентировал внимание сотрудников на четкое выполнение поставленных перед ними задач. Во исполнение поручения министра Роберта Киут Чкадуа напомнил о запрете остановки автомобилей с российскими госномерными знаками без видимых на то причин. Итогом прошедших рейдовых мероприятий стали 630 протоколов об административных правонарушениях. В ходе проведения профилактических мероприятий Управлением Госавтоинспекции Республики Абхазия совместно с территориальными подразделениями органов внутренних дел за минувшие выходные 1 и 2 июля было выявлено 630 административных правонарушений. Из них 23
административных правонарушений за вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Рейдовые профмероприятия сотрудники милиции продолжат в усиленном режиме далее. МВД напоминает, что основной целью рейдов является минимизация нарушений ПДД и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. По инициативе Министерства здравоохранения в инфекционной больнице Сухума в скором времени появится изоляционно-диагностический бокс. Ход ремонтных работ проверил министр здравоохранения Эдуард Будба. Средства на строительство бокса были выделены из резервного фонда Кабинета министров – 2 328 000 рублей. Бокс необходим для пациентов со смешанной инфекцией, неясным диагнозом или с особо опасными заболеваниями, чтобы они получали необходимую медицинскую помощь в изоляции. Министра заверили, что ремонтные работы будут завершены в течение 10 дней. Проведены ремонтные работы за счет средств резервного фонда Кабинета министров на сумму 2 328 000 рублей. Сделан венцеровский бокс, которого до этого времени на территории инфекционной больницы города Сухум не было. Бокс создан по всем стандартам. 2 санпропускника, отдельные входы. Пациент, который поступает в это отделение, в этот бокс, он совершенно с другого входа будет заезжать сюда, может даже на каталочке заехать. Специально сделанные крыши, чтобы в любое время суток мог приехать в дождь или в снег, или в жару, пройти сюда непосредственно. Здесь есть душевая, санузел и отдельный бокс на 3 койко-места. Я думаю, что это хорошее начало, потому что инфекционные болезни, они всегда присутствуют. Сейчас сезон будет и ротовирусной инфекции, и кишечной инфекции, и этот бокс, он крайне необходим был для нашего лечебного учреждения. За прошедший период, вот за последние, наверное, полгода, мы своими силами администрации города произвели ремонт на 2-м этаже детского отделения, палат, санузлов, на 2-м, на 1-м этаже, процедурных кабинетов. То есть по силе возможности не стоим на месте, городская администрация помогает и такие текущие ремонты производят. Гудаутские и Гагрские районы оштрафованы за несоответствие пляжей нормативам. Так сообщает пресс-служба МЧС. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели плановые проверки пляжей в городах Новый Афон, Гудаута, Гагра, Пицунда и поселке Цандрыпш. Установленным нормам и предписаниям соответствовал только пляж в городе Новый Афон. По остальным приняты административные меры в виде штрафных санкций. В Сухуме открылась летняя школа педагогического мастерства. В течение недели абхазские и российские педагоги будут обмениваться опытом, обсуждать общие проблемы и искать пути их решения. Организатор мероприятия – муниципальное управление администрации города Сухум, управление образования. Все детали у Шазины Ханагуа. Школа педагогического мастерства проходит в Абхазии во 2-й раз. В этом году она объединила 146 учителей и воспитателей столицы. В течение недели преподаватели Тамбовского государственного университета имени Державина, преподаватели АГУ, работники Института педагогики имени Азенба, а также опытные педагоги общеобразовательных учреждений столицы будут проводить мастер-классы. В рамках сотрудничества побратимых городов Сухум-Тамбов у нас есть 2021 года соглашение с Тамбовским государственным университетом, управление образования повышает свою квалификацию. То есть в рамках этого договора у нас очень много направлений. В течение этого года, учебного года, у нас были проделаны поэтапные работы. Завершая учебный год, в рамках соглашения у нас открывается 2-й сезон школы педагогического мастерства. С каждым годом школа педагогического мастерства расширяет свои границы. В этом году специалисты будут проводить мастер-классы по 13 направлениям. Абхазский язык и литература, абхазский язык в русском секторе, русский язык и литература, английский язык, математика, физика, химия, биология, география, начальная школа, дошкольное образование, воспитательная работа. Делегация достаточно опытная, профессорская, сказала бы я даже так. В прошлом году
на наших мастер-классах присутствовали представители 6 направлений. В этом году приехало 11 представителей Тамбовского государственного университета. В течение недели у нас будут проводиться мастер-классы, выездные мастер-классы. То есть помимо всего этого педагоги, повышая свою квалификацию, получают углубленное изучение во всех направлениях. Работа школы направлена на повышение профессионального методического мастерства молодых педагогов, развитие их творческого потенциала, формирование потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. Изучив в итоге первого сезона школы, организаторы изменили формат занятий, запланировали больше мастер-классов, практических занятий, полевых мастерских. Нас связывает дружба, подписание договора с 2021 года. Казалось бы, это не так много, но за это время мы успели сделать огромную работу. Наши коллеги из Абхазии приезжают к нам для участия в школе. Мы приезжаем для участия в этом мероприятии. Я желаю, чтобы и дальше, несмотря на все события в мире, наша дружба крепла, росла, наши проекты расширялись. С открытием летней школы педагогического мастерства участников поздравил заместитель главы администрации города Сухум Астамур Ашуба. Педагог – своеобразный двигатель в обществе, катализатор общественного прогресса. При этом самим педагогам необходимо постоянное развитие их мастерства, которое будет происходить в стенах данной школы. От лица администрации города Сухум хочу выразить благодарность педагогам за ваш неоценимый труд. Также выразить благодарность нашим гостям, которые будут делиться своим опытом, и пожелать легкости в освоении новых знаний, педагогических навыков и повышения профессионального уровня в целом. Участники и спикеры летней школы отмечали, что первый сезон был интересен и познавателен. О продуктивности работы говорили и представленные в коридорах школы фотографии с мастер-классов первого сезона. Эта школа, которая в прошлом году открыла свой первый сезон, открыла нам такие молодые таланты, таких очень интерактивных молодых преподавателей. И я надеюсь, что второй сезон мы тоже не подведем свой город. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы что-то показать, что-то рассказать, чему-то научить. А вы приложите максимум усилий взять максимально возможное от ваших лекторов и от ваших спикеров и проявите смекалку. После открытия школы педагогического мастерства участники и спикеры приступили к практическим занятиям, которые будут проходить ежедневно по 8 июля. По словам организаторов, второй сезон обещает быть насыщенным и полезным. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. «Безопасность объединяет» – так называется акция, которую провели представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Министерством внутренних дел при поддержке волонтеров организации «Молодежное движение Абхазии». Мероприятие приурочено ко дню госавтоинспекции. Подробнее расскажет Алика Трапш. Акция «Безопасность объединяет» проходила в 3 этапа в разных частях столицы. С утра на центральном рынке волонтеры организации «Молодежное движение Абхазии» совместно с сотрудниками ГАИ и Россотрудничества клеили баннеры социальной рекламы на общественный транспорт. Иллюстрированная реклама станет хорошей пропагандой к соблюдению водителями правил проезда по пешеходным переходам, снижению скоростного режима и предоставлению преимущества в движении пешеходам, соблюдению дистанции, отмечают организаторы акции. Мы хотели обратить еще раз внимание наших водителей о том, что соблюдение правил дорожного движения является важной вещью, которая позволит сохранить жизнь и здоровье людей. Водители отнеслись к этому мероприятию с пониманием, оказали нам содействие, позволили раскрыть нашу литературу по безопасности дорожного движения на своих автомобилях. Вместе работаем, делаем так, чтобы наши дороги были безопасны. Далее волонтеры совместно с инспекторами ГАИ нанесли краской на асфальте надписи «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники», «Отвлекись от телефона». Такие призывы появились перед самыми оживленными пешеходными переходами на пересечении улиц Джонуа Ардзенба, Леона Ардзенба, проспекта Яйра, Пушкина. Мы
очень рада, что нашу инициативу поддержали сотрудники Министерства внутренних дел, а самое главное – молодежные активисты. Мы будем часто проводить такие акции, чтобы в первую очередь показать на своем примере, что нужно начинать с себя. И пример, который мы хотим подать, он в первую очередь очень маленький, да, вроде бы на первый взгляд, но самое главное, он будет крайне нарицательным. И я хотела бы выразить очень большую благодарность молодежным активистам Республики Абхазия, сотрудникам Министерства внутренних дел, сотрудникам Государственной автоинспекции, которые так с таким большим теплом отнеслись к нашей инициативе и оказали нам всевозможное содействие в реализации этого проекта. Социальная реклама по безопасности дорожного движения была на русском языке. Организаторы акции отметили, что в будущем планируют делать такого рода надписи и на абхазском. На данный момент это акция, которую мы решили провести первой. Мы решили провести ее на русском языке по той простой причине, что мы хотим в первую очередь вызвать прецедент. Мы хотим вызвать прецедент и посмотреть на реакцию общественности. Дальнейшие акции будут проводиться, конечно же, на 2 языках. Также в рамках акции сотрудники ГАИ вместе с волонтерами раздали водителям листовки с памяткой правил дорожного движения и наклейки на автотранспортные средства. Акция «Безопасность объединяет» будет проведена и в других городах Абхазии. Алька Трапш, Тимур Лугохия, Абхазское телевидение. Подопечному благотворительного фонда «Ашана» Дамею Кучуберия нужна помощь. Судьба 8-летнего Дамея с тяжелым диагнозом в наших с вами руках. Сейчас на операцию мальчика необходимо собрать 1 миллион 660 тысяч рублей. И, возможно, мальчик сможет ходить. С первых дней своей жизни этот добрый мальчик с большими, наполненными печалью и ожиданием чуда глазами ведет неравную борьбу со страшной болезнью. Хрупкий малыш родился уже с множественными переломами костей. Мы узнали здесь, поставили диагноз, что он родится. Больной ребенок, и мы поехали в Грузию, так как здесь испугались врачи, и нам посоветовали, чтобы мы выехали в Грузию, и там также тоже поставили такой же диагноз, тоже подтвердили этот диагноз. Мы ездим в Москву на лечение, в клинику ГМС. Там мы лечимся, прошли 11 курс лечения. Сейчас нам необходима операция. У него очень большие деформации. И думаю, что после операции он сможет встать на ноги. Диагноз несовершенный остеогенез – тяжелое наследственное заболевание, основным проявлением которого является нарушение структуры и прочности костей, приводящее к частым переломам. Детей с такой патологией часто называют стеклянными или хрустальными. Страдающие этим заболеванием дети ограничены в своих возможностях в связи с риском возникновения перелома без предшествующей травмы, а также из-за деформации конечностей. Однако, вопреки тяжелому диагнозу, хрустальные дети по обычаю крайне оптимистичны и полны энергии. Таковым является и маленький Дамей. Он общительный, любознательный, открытый и мечтает стать футболистом, как его любимый игрок Лионель Месси. Пошли в школу, 1 класс. Любит учиться, еще любит очень футбол. Мечтает стать футболистом. Играть в футбол. Как Месси, да? Да. Во избежание переломов Дамею постоянно приходится сидеть, и без помощи взрослых он не передвигается. Мальчик верит, что в один прекрасный день его мечта сбудется, и он сможет сделать первые шаги без опоры. Благодаря ранее оказанной помощи мальчик уже прошел более 10 курсов лечения в Европейском медицинском центре в Москве, и теперь Дамей может стоять у опоры, переступать вдоль нее и ходить с ходунками. Сейчас мальчику показана срочная операция. Данная операция направлена на то, что у него левое бедро часто ломалось. И доктора хотят в это левое бедро установить телескопический стержень, который будет удлиняться с процессом роста ребенка. Потом второй этап – это уже на правое бедро. Вторая операция тоже планируется со временем. Да, мы надеемся на лучшее, поэтому по плану так, чтобы его восстановить побыстрее, и чтобы это бедро у него больше не ломалось, чтобы этот стержень ему помог как-то устойчивость приобрести.
Домея уже ждут в современном многопрофильном хирургическом центре GMS Clinic в Москве для проведения операции по коррекции деформации левого бедра с установкой телескопического стержня, удлиняющегося по мере роста ребенка. Но сумма, которую выставила клиника, огромна. Стоимость операции – 1 миллион 660 тысяч рублей. Семье Домея крайне тяжело. Они не в силах самостоятельно собрать столь большую сумму для лечения хрупкого, но очень сильного духом мальчика. Мы открываем сбор средств на оказание медицинской помощи Домею Кучубере, чтобы ему в дальнейшем смогли установить необходимый штифт для того, чтобы мальчик смог расти, встать на ноги и ходить так же, как и его сверстники. Мы призываем каждого оказать посильную помощь Домею в его неравной борьбе с этой болезнью. Каждая сумма, каждый рубль очень важен и очень поможет ребенку. Исполнение, казалось бы, такой простой мечты Домея встать на ноги и играть в футбол зависит от каждого из нас, от каждого, кто способен оказать любую помощь. Колобок, румяный бок, румяный бок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайчика ушел. Я от тебя тоже уйду. Для оказания помощи Домею Кучубере можно отправить СМС со словом «Добро» на номер 5050 или же перевести желаемую сумму на счета благотворительного фонда «Ашана», найти который можно на сайте фонда и на страницах в социальных сетях. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Москва дарит Сухуму ко дню города большой концерт с участием российских звезд Дмитрия Маликова, Анны Семенович и Дарьи Антонюк. Мероприятие пройдет в пятницу 7 июля у колоннады на набережной столицы. Начало в 19 часов. Концерт организован правительством Москвы. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 4 июля, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 27-32, температура морской воды 24 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и хороших новостей.